Добрый вечер. В эфире «Региональные вести». В студии Лариса Шамаева. Главные темы выпуска. Энергобезопасность в регионе. Мы видим очень хорошую положительную динамику в работе на территории республики. В Грозном обсудили перспективы развития энергоснабжения, газификации и теплового хозяйства. Реконструкция Р-217 «Кавказ». Здесь уже идет основной фронт работ. Дорожники завершили выемку грунта и сформировали профиль будущей магистрали. Как продвигаются работы на федеральной трассе, узнаем у нашего корреспондента. Инфраструктура курорта. Шола участок, участок, километр Серноводский модернизирует водные сети к курортному сезону. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова продолжает масштабные коллективные ифтары для жителей сектора Газа. Благотворительная акция продолжится до конца благословенного месяца Рамадан, времени, когда садака обретает особую значимость, а помощь нуждающимся считается одним из наиболее богоугодных деяний. Координацию гуманитарной инициативы осуществляет помощник главы, секретарь Совета безопасности Чеченской Республики Адам Кадыров. Пожертвование в месяц Рамадан является одним из самых почитаемых и добрых деяний в исламе. Мы здесь заняты распределением этой помощи всем постящимся. Это огромная помощь от чеченского народа жителям Палестины. Выражаем огромную благодарность многоуважаемому главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову. Просим у Всевышнего, чтобы он благословлял ваши средства, чтобы ваш пост послужил для вас защитой от всяких бед и печали, чтобы сердца постящихся наполнялись радостью и счастьем. Мы желаем вам всего самого хорошего. Наш народ выражает огромную благодарность благородному чеченскому народу за эти желанные дары, которые они присылают нам изобилие. Просим у Всевышнего, чтобы он вознаградил вас за это благое дело. Также благодарим всех, кто прилагает усилий в осуществлении этого благодеяния. Свет, тепло и газ в наших домах – это база, от которой зависит комфорт каждой семьи. В Министерстве строительства республики прошло совещание по стратегическому развитию жилищно-коммунального комплекса. Обсуждалась модернизация отрасли, повышение эффективности работы ЖКХ, так как от платежной дисциплины напрямую зависит качество предоставляемых услуг. Ахмед Рамазанов подробнее. На повестке совещания вопросы комплексного развития систем энерго-, газа и теплоснабжения республики, техническое состояние электросетевого комплекса, состояние функционирования, перспективы развития коммунальных предприятий региона. Совещание началось с приветственной речи заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Владимира Натыкта, который рассказал, что в курсе о ситуации в отрасли и отметил положительную динамику развития. У нас два ключевых направления. Это газовая отрасль, как в части обеспечения теплом и горячей водой потребителей, так и в развитии в целом газовой инфраструктуры, сетей, станций газораспределительных. Такая же ситуация и в энергетике. Директор «Газпром Межрегионгаз» Юрий Пахомовский отметил, что за 8 лет в Чеченской Республике увеличили сбор налогов в 37 раз, благодаря внедрению личного кабинета налогоплательщика. Значительно облегчает работу и по учету газа, и по формированию платежных документов, и по получению средств, а также обеспечивает прозрачность сбора денег с этой категории населения. Могу сразу сказать, что сумма дистанционных платежей выросла за это время в 372 раза и достигла цифры 260 миллионов рублей в год. Сейчас каждый 30-й рубль собирается с граждан Чеченской Республики дистанционно. И это тоже говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении. В 2025 году количественный показатель вырос на 27% или на 14 тысяч абонентов, и денежный показатель на 70% или на 107,6 миллиона рублей. Это хорошая устойчивая ситуация в Чеченской Республике, которая позволяет нам оптимистично смотреть в будущее с точки зрения внедрения личных кабинетов и дистанционных платежей.
Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики субъекта Муслим Зайпулаев рассказал, что имеются некоторые проблемы с выплатами средств за газ, и для решения обеспечивается тесное и продуктивное взаимодействие руководством «Газпрома». О создании единой теплоснабжающей организации на территории Чеченской Республики. На данный момент, к сожалению, пока ответа от Минэкономразвития нет. При этом мы надеемся на то, что данная работа будет продолжена. Со своей стороны мы, вот как мы в рамках нашей встречи, то, что мы озвучивали тогда цифры, уже в 2025 году более 1 миллиарда вложено в систему теплоснабжения города Грозного. В текущем году планируется еще и, соответственно, в 2026-2027 где-то в районе 1,5 миллиарда дополнительно планируется в систему теплоснабжения для улучшения общей ситуации. Это, конечно, создаст определенные условия для того, чтобы улучшить и платежную дисциплину. Более того, мы, в принципе, наблюдаем положительную динамику. И, конечно, к сожалению, она еще довольно-таки очень мала, но есть положительная динамика платежей уже как бы за последний период и в 2025 году. Владимир Натыкта, подведя итоги, поделился, что в республике очень качественная настенная работа и взаимодействие с другими ведомствами. Мы видим очень хорошую положительную динамику в работе на территории республики. Строятся новые энергетические мощности, строятся газовые и распределительные сети. У нас уровень сегодня обеспечения населения газом более 86%, то есть практически в каждом доме есть газ. Мы зимой отапливаем, летом готовим пищу. Вот, и каждая семья, а большие чеченские семьи – это очень такой хороший пример для всей России, они обеспечены всеми необходимыми ресурсами, в том числе и услугами жилищно-коммунального хозяйства. Но мы это тоже обсудили, потому что вопросы водоснабжения, водоотведения в постоянной повестке с учетом жаркого летнего периода и большого разбора воды тоже нужно поддерживать эти предприятия, но чтобы они успешно функционировали, очень важно, чтобы вовремя осуществлялись расчеты между энергоснабжающими и коммунальными предприятиями. Таким образом, развитие топливно-энергетического комплекса обеспечивают качественными услугами всех граждан. Ахмед Рамазанов, Ислам Нацуров, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Технологический суверенитет и подготовка кадров будущего. Эти две стратегические цели объединили бизнес и науку. Компания «Корпорация роботов» и Грозненский нефтяно-технический университет подписали соглашение о сотрудничестве. Документ открывает новые горизонты для внедрения передовых технологий и проведения совместных исследований. Подробнее, какие перспективы открывает этот альянс, расскажет Мадина Кураева. Уникальные разработки, высокие технологии и серьезные партнерства. Все это объединилось в рамках визита ведущей компании в области роботизации и автоматизации корпорации роботов. Во главе делегации генеральный директор Александр Алексеев. Именно его компания уже не первый год лидирует в сфере разработки и внедрения промышленной робототехники в стране. Мы хотим на базе университета сформировать такие мощные компетенции, которые даст драйвер промышленной роботизации в вашем регионе, в вашей республике. И будем это вместе делать. И мы сегодня хотим сформировать некий ползадач на 2026 год, немножко с переходом на 2027. Какие шаги будем делать, какие компетенции нужны, в рамках которого уже мы поймем, какие дополнительные навыки студентам мы должны сформировать, да, и кого надо обучать, и, соответственно, какие специалисты нужны. Мы и подписали соглашение с университетом. Потому что мы понимаем, что только на базе университета можно сформировать первые компетенции, запустить подготовку кадров и усиливать, формировать компании от этого университета. Поэтому мы знаем о том, что у вас есть стартап-студии в университете. Через него будем формировать компетенции команды, которые самостоятельно займутся роботизацией. Подписание соглашения о сотрудничестве между ГГНТУ и корпорацией роботов станет основой для внедрения передовых технологий и научных исследований. Разработки, которые сначала были теоретическими, теперь станут практическими. В планах анализ и внедрение новейших отечественных и зарубежных технологий, создание новых роботизированных комплексов и модернизация существующего оборудования. Роботизированная линия – это не только модернизация линии, это новый уровень развития самого предприятия, улучшает новый уровень качества самого производимой продукции. Это первые линии, которые будут создаваться в Чеченской Республике.
Ключевым элементом соглашения станет внедрение робототехники в реальное производство. Например, ГГНТУ примет участие в проекте разработки робота для сварки элементов пространственного каркаса. Это позволит повысить производственные мощности и качество работы. Базой для реализации проекта станет производственная площадка Чебуарс. Мы видим большой потенциал сотрудничества. Конечно, что мы здесь в первую очередь будем работать совместно с университетом, через университет взаимодействовать с предприятием для решения задач по роботизации, повышению эффективности и повышению производительности труда. Для нас это очень важно, в первую очередь. Здесь, конечно, должна быть экономика. Экономика в рамках тех процессов роботизации. Здесь ключевое найти тот баланс, когда мы видим с одной стороны установку роботехнического комплекса, с другой стороны, чтобы это было экономически выгодно. Все эти вопросы мы будем обсуждать. Интеграция научных разработок университета в проекты такого масштаба – это реальная возможность для студентов и преподавателей разрабатывать технологии и внедрять их на промышленном уровне. А для самого нефтяного университета шанс стать центром технологических инноваций федерального масштаба. Соглашение стало важным шагом в укреплении связи между образовательной и промышленной сферой, открывая новые перспективы для всей российской робототехнической отрасли. Этот визит направлен на развитие высокотехнологичных решений и обеспечение новых рабочих мест для будущих инженеров и ученых. Мадина Кураева, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. Федеральная трасса Р-217 «Кавказ» продолжает преображаться на всей протяженности. Один из ключевых участков, который сейчас в работе – подъезд к Серноводску. Работы ведутся в рамках комплексной модернизации дорожной сети Чеченской Республики. Напомним, что дорога ведет к курорту, что делает ее важной не только для жителей, но и для туристов. Слово Лимде Жамалдиновой. Подъезд к Серноводску превращается в современную скоростную магистраль. По поручению главы Чеченской Республики здесь полным ходом идет масштабная реконструкция автодороги Р-217 «Кавказ». Участок протяженностью более 5 километров фактически отстраивают заново, чтобы обеспечить качественную логистику и комфорт для гостей и жителей региона. ويرتن وغالنا شو ويشنع برير ديل ريس خوي ومحدنا دال دي كان سبيخن بول رمزر حش صدق من ترجو يش وضعب بيش بالبول بيك وضعب ديش تلهم دخ من تحنا وصل ديش سبرت زالك شكولك سادك إنس ومخارغال прибразовательно город Серноводск. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Впечатляют параметры. Ширина земляного полотна составит до 24 метров, а встречные потоки разделит 3-метровая полоса безопасности, что сведет риск любых столкновений к минимуму. Здесь уже идет основной фронт работ. Дорожники завершили выемку грунта и сформировали профиль будущей магистрали. Теперь здесь полноценные 4 полосы вместо прежних 2. Обновленный маршрут от федеральной трассы «Кавказ» проектируется под расчетную скорость 120 км в час. Для достижения таких показателей дорожники используют высококачественный асфальт-бетон. Помимо самой проезжей части особое внимание уделено обустройству широких обочин. Главные эксперты здесь не инженеры, а те, кто годами преодолевал этот путь с осторожностью. Водители, ежедневно проезжающие мимо строительных площадок, уже предвкушают комфорт, который станет доступен совсем скоро. Превращение этой дороги в современную магистраль планируют завершить в рекордные сроки. Объект ведут в эксплуатацию уже к концу текущего года. Для Серноводска, богатый курортами объектами и потоком туристов, это является новым импульсом для экономического развития города. Лимда Джамалдинова, Магомед Бараханов, Шамсуди Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. Образовательная инфраструктура Чеченской Республики продолжает развиваться. В высокогорном Итумкали полным ходом идет строительство современной школы, которая позволит создать комфортные условия для обучения детей в райцентре. Подробнее, каким будет новое учебное заведение, в сюжете Медины Мударовой.
Строители уже вышли на уровень первого этажа. Весь прошлый год был посвящен масштабным фундаментальным работам. На сегодняшний день полностью завершено возведение цокольных этажей. Школа будет представлять собой комплекс из нескольких блоков. Учебный корпус, просторные актовые и спортивные залы. Одной из ключевых особенностей станут теплые переходы между корпусами. Задействовано здесь 23 рабочих, также 4 техники на сегодняшний день. Мы идем также даже на опережение на 1,5 месяца даже по строительству. Сдача объекта планируется, это уже 27-й год, ближе к концу будет года, а начало было уже в 25-м году. Теперь учиться будет еще проще и приятнее. Проект обещает стать одним из самых современных образовательных объектов в горной части республики. Школа возводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Старая школа, рассчитанная на 120 учеников, фактически принимала более 180 детей, что создавало значительную нагрузку на инфраструктуру. Новое здание на 220 мест, расположенное неподалеку, полностью снимает проблему дефицита площадей и обеспечивает комфортные условия для обучения. Больше всех завершения строительства ждут сами учащиеся. Амина Имадаева – ученица 9 класса, при этом еще и активистка. Девушка признается, в нынешней школе не хватало многих помещений для полноценного учебного процесса. Я хотела, чтобы в нашей новой школе был большой читательный зал, где можно было посидеть до дополнительных занятий, например, нашему 9 классу. И еще бы я хотела, чтобы в нашей школе был большой актовый зал. Я участница патриотического клуба «Горцы», и мы проводим очень много мероприятий, связанных с праздниками, и нам не хватает большого актового зала для этого. Строительство школы – лишь малая часть масштабной программы по обновлению социальной инфраструктуры муниципалитета. В Итумкалинском районе сегодня наблюдается настоящий строительный бум. В Ведучей возводится детский сад, а в районном центре близится к завершению капитальный ремонт. Итумкалинский район сегодня динамично развивается, и это все благодаря тому инвестиционному климату, который создал глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. И, пользуясь случаем, хочу поблагодарить главу Чеченской Республики за то внимание, которое он оказывает нашему муниципалитету, да не только нашему муниципалитету, всей республики. Но также хочу поблагодарить его за то, что он 2026 год объявил годом горных районов и развития малого и среднего предпринимательства. Для нас это, конечно, очень важно. Это новый толчок. Масштабные сроки наглядно подтверждают, что приоритетом является создание равных и комфортных условий для жизни во всех уголках республики. Ну а новая школа станет мощным импульсом для развития молодежи района. Медина Мударова, Седамин Мусаев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Сельноводск славится своей водой, целебной, минеральной, знаменитой на весь Кавказ. А теперь вода здесь будет еще и по-современному технологичная. В селе строят новые сети водоотведения, почти 9 километров труб и 2 насосные станции. Так что скоро жители и гости курорта оценят не только качество сельноводской воды, но и надежность инфраструктуры. Подробнее в нашем следующем сюжете. Курортный Серноводск обновляет подземные коммуникации. Строительство нового коллектора – это стратегический проект. На объекте кипит работа. Современная техника формирует линии будущих инженерных систем, которые станут гарантом экологического благополучия всего города. Участок 180 диаметр, тоже напорная ярко. В ближайшее время проект реализуется федеральной программой развития Северного Кавказа. Общая протяженность современных коммуникаций превысит 8,5 километров. Уникальность объекта в его комбинированной схеме. Почти 3 километра напорной линии дополняют 6 километров самотечных сетей. Такая связка технологий гарантирует бесперебойную работу всей системы водоотведения города на десятилетия вперед. В работе используются высокопрочные полимерные материалы. Они долговечны, экологичны и полностью адаптированы к особенностям местного ландшафта. 600 метров километр, нормально, глубина 120-130 глубина. Запуск новых мощностей создаст надежную базу для строительства жилых комплексов и туристических объектов. Каждая деталь проходит строгий контроль качества, чтобы обеспечить Серноводску статус образцового города с современной инженерной базой. Лимда Джамалдинова, Шамсуди Джабраилов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.